Фанаты футбола в Бишкеке запечатлели в памяти радостные события в преддверии Дня независимости. В столице состоялся матч между легендами испанского футбольного клуба «Барселона» и именитыми игроками Азии. На этой товарищеской встрече сыграли и вы, но к концу первого тайма вас заменили. Вы устали или были иные причины? Нет, я не устал. Я бы мог отыграть всю игру. Покинул поле, потому что Карлосу Пуйолю сказали меня опекать. Если вы заметили, то он не отходил от меня, пока я был на поле. Был даже момент, когда я переходил в атаку, и он схватил меня за руку. Я сказал ему, чтобы не придерживал так, на что он, улыбаясь, ответил «сори». Но на этом он не остановился и продолжил плотно блокировать мои попытки пойти в атаку. В целом, команда Барселоны с полной ответственностью отнеслась к игре и вела себя на поле не как на товарищеской встрече, а как на матче чемпионата. Представьте, дал бы мне играть легенда мирового футбола, который еще и младше меня на 10 лет, поэтому было принято решение усилить нашу команду игроками помоложе, и меня заменили. Но все же Барселона есть Барселона. Мы проиграли со счетом 3-0, что тоже неплохо. Я боялся, что можем потерпеть поражение с баскетбольным счетом. Ваше увлечение футболом для некоторых становится поводом для критики, говоря, что вы только играете и больше ничего не делаете. Что можете им ответить? У кыргызов есть поговорка, которая означает, что табунщикам не от хорошей жизни становятся. У меня нет времени играть в футбол каждый день. Играем 2 раза в год, в мае и в декабре во время футбольного турнира «Мурас» среди команд министерств. Турнир мы основали, чтобы быть примером для подрастающего поколения и пропагандировать спорт. Чтобы они не увлеклись наркотиками, не пошли по скользкому пути и не сидели сутками напролет в компьютере. Спорт – источник здоровья. Все мы от мала до велика должны вовлекать молодежь в спорт, ведь не зря же говорится, что здоровая нация – здоровое государство. Отвечу тем, кто меня критикует. Не сидите днями и ночами в интернете, идите лучше заниматься спортом, это принесет вам больше пользы. От спорта только польза, никому он еще не вредил. Каким вы видите будущее Академии Барселоны в Джалабаде и в Бишкеке? Верите ли вы в этот проект и потенциал их воспитанников? Перспективы Академии очень большие. Возможно, мы не сразу увидим результаты, но в ближайшие 10-15 лет они, безусловно, нас порадуют. Я верю, что среди наших юных футболистов будут те, кто последует пути легендарных игроков. Мы создаем для них сейчас трамплин. Вы дали старт строительству стадиона в селе Урок. Кто финансирует этот проект? Связан ли он с Академией Барселоны или строится за счет бюджетных средств? Строительство стадиона финансируется государством. Он будет построен по международным стандартам для проведения международных матчей. Его вместимость по проекту составит 35 тысяч зрителей.